Хотите попасть в прошлое, скажем, в 17 век? Почувствовать эффект машины времени и перенестись на пару веков назад просто. Всего лишь оказаться у стен Ростовского Кремля. Единого кремлевского комплекса конца 17 века нет ни в одном другом городе Золотого кольца. И это не княжеская крепость, а резиденция архиереев. В Кремле сосредоточены основные церковные, административные, жилые и хозяйственные постройки, соединенные арочными переходами, по которым перемещались цари и даже герои фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ансамбль Ростовского Кремля делится на Соборную площадь, Архиерейский двор и Митрополичий сад. На Соборной площади располагается Успенский собор начала XVI века. Архиерейский двор окружен церквями и палатами. Церковь Иоанна Богослова возвышается над парадными воротами, подчеркивая свой торжественный облик. Во всех без исключения церквях Кремля нет обычных деревянных икон. Вместо этого они расписаны фресками. На территории музея-заповедника находятся уникальные экспозиции древнерусской иконописи и всемирно известной ростовской финифти. Величественный Успенский собор стоит на месте своих белокаменных предшественников. Достоянием мировой культуры являются ростовские звоны. Все колокола имеют свою тональность и могут производить правильное гармоническое звучание. Именно здесь находится один из самых больших колоколов в мире – Сысой. В надвратной церкви Воскресения можно услышать духовные песнопения в стенах, которые помнят и хранят древние светлые звуки.